друзья, и снова всем привет! 10 мая, время 20 часов 52 минуты, ну, грубо говоря, 9 часов вечера. За бортом у нас температура плюс 7 градусов и поливает проливной дождь. Вчера погода была просто супер, 9 мая отметили на ура, пожарили шашлычки, ну и все то, что прилагается к шашлыкам. В кругу семьи отметили наш великий праздник. Всех с Днем Победы. Правда, этот ролик выйдет, наверное, уже где-то в месяце июня, не раньше. Ну, лучше поздно, чем никогда. Всех друзей на канале с Днем Победы. Отметили праздник и по новой возвращаемся на Весновку. Сначала на машине, потом на лодке. Правда, я не знаю, как мы будем ехать на лодке в такой дождь проливной. Но решили вот так вот выехать вечером, чтобы на утрянке быть уже на месте. Вечернюю зорьку уже не успели, ну и ладно, как бы вечером обычно утки поменьше, чем на утренней. Вот. И почему мы задержались? Я успел сегодня смонтировать один ролик, один ненадолго, 6-ю часть, и залил на YouTube. Теперь вы смотрите этот ролик, а мы едем за новыми приключениями, едем на Весновку. Что получится, заснимем на эту камеру, на Hero 4. Попробуем, будем выходить из положения пока так. Ну что, друзья, вот мы и на лодке, загрузились по полной. На этот раз немного меньше, но не намного, потому что также выезжаем дней на 5, на 6. 2 часа переждали в родительском доме, потому что поливал дождь стеной. Думаем, что мочиться, тем более было уже темно. Поставил будильник на 15 минут первое, пока то да сё. Сейчас, наверное, где-то около без 15 час. В принципе, в это время мы должны уже сидеть в шалашах. Ну, как получилось, так получилось. В общем, выезжаем на рассвете. Выдвигаемся продолжать нашу Весновку. Так что, друзья, за рулем у нас сегодня Роман Геннадьевич. Ну, заводись. До свидания, наш дом. До свидания, любимый город. Ты можешь спать спокойно. До свидания, Покчинский берег. Скоро мы сюда вернемся. Готов? Поехали? Чем в прошлый раз, да? Быстрее поехала, чем в прошлый раз. Видать, грузу меньше. Ну вот мы и на месте. Роман примчал нас очень и очень быстро. Я что-то думал, будем идти медленно. Я даже успел замерзнуть. Вот как раз такой рассвет. Как мы видим, вода немного прибыла. И это очень хорошо. Хорошо с одной стороны. Главное, чтобы продольники не утонули. Отсидим утро. Отвезу Романа в палатку и начну проверять продольники. А пока поехали по номерам. Так, вот я на месте.
съезде. Пока шел, поднял 2 черка. Ромка поднял штук 5-6, наверное, съездей пролетели, скорее всего, от Ромки. И 2 еще какие-то утки, я не понял, широконоски, наверное. Я подошел, здесь летел черок. Туда вот вперед отплыли еще 2 черка. И подсаживались 2 черка, но сразу залетели, скорее всего, заметили. Я как раз тут еще не успел сесть. Вот такая вот у нас мазь-сеть. В принципе, когда смотришь снаружи, ничего не видно. А отсюда видно все просто замечательно. Там палаточка у меня. В общем, сидим, ждем. Квакают лягушки, на улице тепло. Дождя нет. Летают комары. И что-то мне подсказывает, что утки не будет. Час, конечно, мы опоздали, сам рассвет. Пока ехали. Тут надо быть по темноте еще. Ладно, часик посидим, а там видно будет. Хорошо, давай. Так, звонил Роману. У него подсел черок. До этого выстрел был от него. Тоже где-то сел черок, чирикает. А так, сколько? Около часа уже сидим. Кроме лягушек никого вообще. Лягушек вообще море. Тишина, вообще уток нет. Видать, вся утка уже улетела на севера, в тундру. Что-то Ромка не стреляет. Ладно, подождем еще полчасика до 3 часов. Будем сматывать уточки. Зачехлять ружье, скорее всего. Стоять в ези. Далековато. Далековато. Блин, как будто чувствуют, обошли меня. 2 черка и стоять в ези. Высоко и далеко. Вон к Роману. Нет, пошли туда, на луга. Нет, кромки. Кромки пошли. Кромки снизились. Рома до этого 2 раза стрелял. Блин, высоко пошли. Рома стрелял и потом добивал. Скорее всего, Рома кого-то добыл. Дай бог. Я же пока вообще глушняк. 2 утки туда отплыли в самом начале, когда еще шел сюда, и все. Вон за 40 минут. Первая стайка связей. Ладно, подождем, хоть какая-то надежда появилась. Так, Роман еще 1 раз выстрелил. Четвертый раз уже Ромка стреляет. Первый раз, говорит, стрелял. По черку улетел черок.
Потом было 2 выстрела, скорее всего, подранил, добил. И вот сейчас прозвучал 4-й выстрел. 1 раз. Или наповал, или мимо. Ко мне пока никто не подсаживается. Никто не пролетает. Ждем. Да был 2 эти охваты вроде. С одного выстрела, что ли? Нет. А, когда 2 раза стрелял? Ну вот когда 2 раза стрелял, это вот этот, когда чирок сел, Ну, как только трубку скинул, 2 охвата села. ну. Но она далеко села, подождал, подплыл, хлоп, добил. Чирка? Нет, охватываю. А второго где? А второй сразу же буквально через вот пару мгновений села еще стайка 5 штук. А, вот они что, пролетели, да? Не 5, наверное, больше там было. Нет, что это пролетели мимо тоже, там штук 15 может было. Ну, это связи вроде были. А вот эта стайка 5 штук села, я патрон 3 вот эту зарядил, синюю. Ну, Что-то они скучковались, 3 штуки, хлоп, один самец остается, остальные улетают. Хотя сели прям к мозгам тут 15 метров, блин. а, кучно, может, пошло. Видимо. Это полумагнум, которые? Ну, Да. Надо с этого, а это на дальняк надо, синие патроны, полумагнум. Я же тебе говорил. Я говорю, это на гусей или на это, на дальняк когда. А когда рядом, надо рассыпную наоборот. ну черная 5, я думаю, намного хуже была бы. Почему? Близко-то рассыпало бы хорошо. Если бы перезаряжаться начал этот. Ну, понятно, понятно. Просто тебе надо поставить такой патрон, который рассчитывать на близко. Если сядет далеко, ты потихоньку зарядишь, перезарядишь и стрельнешь издалека. Ну вот сейчас я пока то, что дома-то 4 патрона взяли, 4. А, 36 грамм, которые с белым днищем. Да. Там 36 грамм, там дроби много, но 4. А что, у тебя 5 нет больше уже без контейнера? Кончились. Что, 2 утки добыл? Да. Ну, молодец. Ну, вот и хорошо. Роман 2 утки добыл, где хохлатые черники. Уже не зря, уже не пусто. У меня пока тишина. Не надо пересаживаться туда, на луга, там хоть в лед. Может стрелять хорошо. Так, ну что, стрелял еще 1 раз в лед. Высоко было, правда. Налетело прямо на меня. С опережением не успел. Пропустил, стрелял сзади. Промазал. В общем, пойдем собирать Ромкиных уток. Пожалуй, на это утро можно сворачиваться. Ничего у меня добыть не получилось. Но Роман 2 утки добыл. Здесь где-то плавает подранок. В прошлый раз, когда собирал Ромкиных черков, видел его. Он нырнул из концами. Блин, ветром снесло прямо кусты, не знаю как их доставать. Ну, как-нибудь попробуем. Вижу 1 утку, вижу 2. Обе хохлатые чернить. Так, как же мне тебя достать? Ты так далеко уплыл. Вот он аж куда доплыл. Чучела 6 штук. Нормально. Здесь мы проедем и достанем. Вон какой красивый самец. Просто красавчик.
подальше от кустов. Вот такой вот хохолок. Красавела. Первый, вот там и второй дальше. Че, Ромка, куда садились? Где лежит, там и сели? Не. А куда? Которого ты первого подобрал, где лежит второй. Вот здесь, сюда сели? Нет, сел он вообще туда, за кусты, где ты с берега выходишь. Вот туда приплыл. Один? Да. А первый? А вот этот вот, которого ты сейчас поднимаешь, он сел вот этот куст справа, который выделяет. Там? Не-не, это с другой стороны. Там? Да, Между кустами там туда? между берегами. Между теми кустами и этими? Один сел, что ли? Нет, А, трое, говоришь, сели, да? 5. Пятеро? И в куче были, а только одна осталась? Сразу насмерть? Да? Ну, значит, контейнер, получается, был. Вон, хохолочек. Раз. И два. Где хохлатый чернить? Ну, молодец, что говорить. А эти не подсаживались больше, 2 штуки к тебе полетели? Нет, не было никого. Ну, ясно. Ну, ладно, будем собираться, наверное. Кого стрелял? Да, в лед летел одиночка. Высоковато было, но сначала прямо на меня налетел, чуть бы в сторону, удобнее было. А на меня сначала не успел с опережением. Потом, думаю, пропущу, а пропустил, было уже далековато. Тем более он меня заметил, чуть поднялся еще выше. Промазал. Ладно, пошли, наверное. Хватит на сегодня. Ну вот и мы приехали. Наша палаточка. Целости, сохранности с Божьей помощью. Оставляли здесь мы раскладушки, кое-что из вещей, из одежды. Самое ценное, конечно, мы увезли, но тоже как бы есть что было взять, но никто ничего не приходил. Все хорошо, все просто замечательно. Нас здесь не было одну ночь. Получается, когда мы уехали? 9 уехали, сегодня 11, да? 11 приехали. Вот. Пока делал новый шалаш, вода немножко прибывает. Там в низине появилось такое место нормальное. С озера ушел, потому что на озере уже утка плохо садится. Переехал туда, сделал новый шалаш. Вечером мы увидим этот шалаш. Роман сегодня вот отличился. 2 хохлатые чернити. Начало есть. Сейчас немного перекусим. Вот он уже кушаем. Едим сегодня пока домашние. На скорую руку сейчас перекусим. Приятного аппетита, Роман Геннадьевич. Спасибо. И я поеду проверять продольники, а Ромка останется здесь по хозяйству или отдыхать, не знаю. Наверное, поспит лучше, чтобы потом приеду, отдохнем, пообедаем, опять отдохнем и вечерком. Ну ладно, не будем загадывать, посмотрим, что и как. Не знаю, сколько еще буду проверять свои продольники. Погодка вон наладилась, просто шикарная погодка. Солнышко, небольшой ветерок и просто райская благодать. Вообще, была бы такая всегда погода, без дождя, без ветра, было бы просто здорово. Вон, полный штиль, красота, да и только.